Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство республики» проводит планомерную модернизацию коммунальной инфраструктуры в районах республики, занимается строительством и вводом новых объектов теплоснабжения, обеспечивает централизированным теплоснабжением объекты. Сегодня поговорим в целом о подготовке к зиме. Гость у нас в студии Виталий Чикачев, генеральный директор ГУП ЖКХ. Виталий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Начало хочу вот о чем поговорить. Зима наступила, активный период подготовки длился у нас все лето, всю осень. Какие мероприятия были реализованы? Ну, для нас основные это мероприятия, связанные с подготовкой к зиме, это ремонтная программа. В рамках ремонтной программы мы подготовили 640 наших котельных. В целом мы подготовили 700 объектов, да? Это объекты водоснабжения, водоотведения и, конечно же, главные вот наши объекты это котельные, 640 котельных и более 3500 километров инженерных сетей. Поэтому с главами в рамках правительственной комиссии плотно работали. На сегодняшний день справки готовности получили от муниципальных образований. Поэтому ремонтная программа у нас прошла в плановом режиме, и все объекты своевременно были запущены в работу. Вот, теплоноситель подан во все учреждения согласно определенных сроков. Вот, в рамках инвестиционной программы мы продолжаем строительство и модернизацию наших объектов. Поэтому в этом году тоже большая работа у нас была проведена по строительству и реконструкции объектов. Мы в целом построили 11 котельных в 11 районах нашей республики. Вот, продолжена у нас работа в рамках технологического присоединения. В этом году тоже рекордное количество социальных объектов подключено и многоквартирных домов. Это порядка 95 объектов. Вот, ну и продолжаем свою работу по улучшению жилищных условий жителей нашей республики. Подключено у нас к центральному отоплению 400 домов. В том числе, конечно же, внимание мы тоже уделяем нашим семьям участников специальной военной операции. И у нас подключено 80 объектов. Поэтому можно сказать то, что подготовка к осенне-зимнему максимуму у нас проходит в плановом режиме. Вот. Но здесь один из сезонных таких наших мероприятий, которые в большей степени связаны со стихией, это навигация. Вот. В этом году плановый объем полностью у нас доставлен. Это 315 тысяч тонн топлива, это уголь, это нефть, это газоконденсат для наших отдаленных районов, арктических районов. Поэтому были сложности у нас конкретно на реке Яна. Из года в год гидрологическая обстановка ухудшается на этой реке. Да? Если вспомнить лет 10 назад, то весь объем топлива, в данном случае угля, он доставался до поселка Батагай. Вот, прошло 5 лет, и мы с трудом доставляем его до поселка Усть-Куйга. Поэтому, конечно же, пришло время, и будем думать по новой логистической цепочке, чтобы весь объем топлива у нас доставлялся в срок. Ну а так готовимся к автозимнику. Сейчас у нас период ремонтной кампании по нашему автотранспортному цеху завершается. Порядка 650 единиц у нас должны выйти на линию и доставить объем в размере 515 тысяч тонн топлива в наши районы нашей республики. Так, суммируя, котельные все тепло запустили, в домах тепло, уголь, все остальное топливо тоже завезено. Завезено, и готовимся к автозимнику, как я уже сказал, что в период ледостава, работа автозимника мы тоже продолжим, и уже до пунктов назначения, до конкретно населенных пунктов будет доставляться весь объем топлива. Виталий Семенович, все затраты на реализацию этих мероприятий, они же включаются в состав тарифов предприятия. Сейчас какие-то меры по тому, чтобы минимизировать эти тарифы, принимаются или приниматься ли будут? Безусловно, все затраты у нас в совокупности, они вложены в тариф. Да, если вкратце рассказать, то в тарифе у нас заложено это фонд оплаты труда, понятно, да, заработная плата, электроэнергия. Вот, проценты по кредитам, которые мы берем на подготовку ремонтной кампании, на строительство объектов. Вот, и самые большие затраты, это порядка 44% в тарифе, да, от общего объема. Это сидит у нас как раз затраты на покупку и доставку топливно-энергетических ресурсов. Вот если на примере сказать Верхоянского района, то чтобы доставить топливо до поселка Батагай,
Значит, по логистике мы топливо закупаем традиционно в Джибари-Кихая, это Тампонский район, за, значит, 6130 рублей, а когда он доходит до поселка Батагай, стоимость 1 тонны угля уже становится 49 тысяч. То есть мы говорим о том, что транспортные затраты, значит, северных районов, они капиталоемкие. Ну и здесь понятно, значит, чтобы довести, значит, топливо до Верхоянского района, нужно пройти реку Алдан, реку Лена, море Лаптевых и довести его до поселка Нижнеянск. И с Нижнеянска мы в период, значит, уже зимника открытия 700 километров должны довести его до поселка Батагай. Поэтому расстояние колоссальное. Это, если по расстояниям говорить, то это порядка 3200 километров по водным путям. Ну, то есть, вот, возвращаясь к тому, о чем я спросил, принимаются ли меры по тому, чтобы удешевить, вот, так скажем? Я понимаю, что тут должна быть и прибыль, чтобы все в минус не ушли. Правильно. Вопрос правильный. Безусловно, значит, мероприятия, они у нас в приоритете. Это как и для предприятий, и для снижения нагрузки в целом на бюджет, на финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства, да? Ну и чтобы снизить, значит, тариф для того же потребителя. Вот, поэтому за прошедшие 10 лет в рамках инвестиционной нашей программы у нас с 900 котельных, значит, мы оптимизировали котельные, и на сегодняшний день у нас 640 котельных. То есть 260 котельных у нас закрылись. И большую степень, значит, оптимизации дает у нас перевод из дорогостоящих котельных, которые работают на нефти, на жидком топливе, на газоконденсате. Вот яркие примеры, если вот по памяти вспомнить, в прошлом году мы в селе Барагонцы закрыли 3 котельные, и нефтяные котельные, и вместо этих 3 котельных построили одну механизированную котельную на угле. И ежегодно мы экономим по 80 миллионов рублей. В 2025 году мы закрываем 4 котельные в селе Барагонцы, 3 из них на нефти и 1 на угле, и строим одну тоже большую механизированную котельную, и по году у нас экономия будет от перевода с нефти на уголь и закрытия вот этих маломощных котельных порядка 170 миллионов рублей. То есть эту работу мы проводили, значит, в течение 10 лет, и порядка 100 нефтяных котельных мы на сегодняшний день закрыли. Поэтому работа, она будет, безусловно, продолжена. Ну и это что касается стратегии. Что касается текущей деятельности, то у нас, значит, работы проводятся в рамках энергосбережения. То есть мы устанавливаем, закупаем более, значит, энергосберегающее оборудование, котловое, насосное оборудование, проводим диспетчеризацию наших объектов, автоматизацию. То есть работа эта систематически у нас проводится. Но что касается, значит, северных наших арктических районов, вот о чем я затронул тему о транспортных затратах, да, о тяжелой логистике наших районов, конечно же, здесь нужно думать по, значит, переходу на местные угли и вообще менять, значит, логистику наших путей более такие эффективные. Виталий Семенович, вот говоря про логистику, знаю, что сегодня существует изменение этой самой логистики, перевоза топлива и использования местных углей. Что за изменения, чего коснется? Ну вот мы столкнулись в прошлом году с тем, что у нас проблемы стали на Яне. На Яне, да, вот мы и говорили. о чем я и говорил, да. И вот в прошлом году вынужденно, значит, в тестовом режиме начали завозить уголь с Тампонского района, с Джибари-Кихая, напрямую по, значит, автодороге Яна, период автозимника 1500 тонн. То есть мы завезли, в этом году мы уже объемы увеличим до 15 тысяч тонн. То есть в этом году мы 15 тысяч завезем, и у нас экономия от речных перевозок по, значит, автозимку составит порядка 75 миллионов рублей. А если в будущем мы перейдем на весь объем, на автозимник, то это более 400 миллионов мы будем ежегодно экономить. Ну, сумма внушительная. Внушительно. И вот один из главных моментов, чтобы уйти у нас от транспортных затрат, это, конечно, добыча, значит, энергоресурса непосредственно на местах. Вот. И сегодня у нас создана дочерняя компания «Саха-Теплоуголь», которая у нас сейчас занимается, значит, геологической информацией. Вот. Есть у нас, скажем так, стратегические, значит, направления. Да? Это Момский район, где, значит, есть Тихонское месторождение, есть залежи угля.
Вот, мы провели пробы его, протестировали, и сегодня уголь этот по своим техническим характеристикам, по теплотворности, он нисколько не уступает угольным разрезам, которые находятся у нас в центральной части Якутии. Вот, поэтому есть у нас среднесрочные планы, есть долгосрочные планы. Вот, что касается Индигирского бассейна, это Момский район, в котором у нас 6 котельных на нефти. И вот первыми в ближайшие 2-3 года мы хотим их перевести. Дальше у нас, значит, вниз по реке Индигирка поселок Белая гора. Там тоже 2 котельные на нефти, и поселок Чукурда, Халайковский район в целом, да, где 10 котельных на нефти. То есть начнем с малого, непосредственно с Момского района, ну а дальше посмотрим, потому что на переводы, значит, вообще на эти технические техперевооружения большие средства нужно будет вложиться разово. Давайте поговорим о нефти и угле. Мы сегодня с вами упомянули. Это хороший, в принципе, вид для топлива. Есть еще один, более экологичный, газ. Я знаю, что ваше предприятие активно переходит уже на этот вид топлива. Какие планы в данном направлении? Да, спасибо нашему президенту Владимиру Путину. То, что вот стартовала в целом по стране программа социальной газификации, и она, безусловно, затрагивает и наши регионы. Поэтому мы здесь тоже, значит, работаем. И в этом году уже у нас, значит, реконструкция идет объекта в селе Хадар Чурапчинского района. Нефтяную котельную мы переводим на газовое топливо. Ну и большой такой массовый, значит, перевод объектов, это у нас планируется в Алекминском районе. Вот, в Алекминском районе, в городе Алекминске у нас 17 котельных, которые работают тоже на дорогостоящем топливе, на нефти. И вот в ближайшие 2 года, 25-26 год, мы должны перевести эти, значит, котельные на газовое топливо. Наши коллеги Сахатранснефтегаза уже в этом году работу массовую провели. Вот. Ну и эти мероприятия мы будем проводить в рамках энергосервисных мероприятий, то есть мы будем привлекать инвестора, потому что разово надо, значит, вложить большие средства финансовые, да, это более 3,5 миллиардов рублей. Вот, понятно, за такой короткий срок у предприятия такой возможности нету, поэтому находим механизмы энергосервиса, приводим, значит, инвесторов, которые у нас вкладывают средства, и мы в течение 10 лет с ними будем рассчитываться за счет как раз экономии топлива с нефти на газ. Виталий Семенович, ну что ж, планы, как я понял, на ближайшие несколько лет более чем масштабные. Самое главное, что у них одна важная цель, чтобы в домах жителей нашей республики было тепло. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.